Здравствуйте, коллеги! Мы сейчас находимся в мастерской кожи-галантереи «Марал». Это якутская компания по изготовлению изделий из кожи в национальном стиле. Вот сейчас мы видим мастеров, которые работают. Вот сотрудники вручную режут материалы, готовят эскизы и поэтапно собирают их. Давайте поговорим с основателем организации. Алексей, расскажите нам о вашем оборудовании, откуда завозите и есть ли проблемы с введенными санкциями? Ну, мы основывались в 2015 году, поэтому и мы знали, что вот и тогда была санкция, и мы в Китае приобретаем это заводские оборудование. Вот это оборудование, допустим, если кратко рассказать, она удавливает 15 тонн. Специальные ножи есть у нас, которые вырубают вот этой кожи именно по нашей лекале. Это именно спецзаказом сделаны. Детали, допустим, этих бумажных изделий, бумажников, состоит от 18 деталей. Вот каждому вот можно вот это, такие вот эти ножи используем. Потом и вручную тоже делаем уже. Это оборудование, это горячее теснение, это более мелкую, вот такие логотипы можем делать. Именно вот этот Марал, вот свои логотипы. Или вот у нас вот харскалы идут, разные вот обереги. Потом идет уже 40 тонн, уже большая вот этот пресс, горячая пресс. Я могу наглядно показать, вот, как она это происходит. Вот, допустим, сейчас выдавили на 20 тонн, более мелкая. Вот такие вот. Кожа специальная, шора. Она вот не теряет уже вот свою рисунок. Ну, откуда завозите кожу? Кожу мы завозим. Изначально мы завозили тоже вот гуанчжунские рынки. Там были итальянские, корейские, были индийские, разные, которые вот эти плохие сорты, которые вот именно заводские вот от завод именно вот эти иностранные заводы, которые вот у них вот четвертосортные, которые плохие сорты мы покупали раньше. Сейчас тогда мы уже мало делали в начале. Совсем у нас вот 25 квадратных тогда было. Сейчас мы уже вот последние 3 года уже делаем уже больше. Уже и людей у нас больше 10 человек работает. И мы сейчас покупаем российские кожи. Это город Киров, это Артекс, именно и Вахруша Юв. И Ростов, там тоже, везде у нас российские кожи есть, хорошего качества, там уже большая вот эта поверхность, вот полукожа и кожа. И с этого года уже мы на ременные кожи начали закупаться в город Могилев. Это уже Белоруссия, там уже вот сразу вот могу показать, вот это могилевская, белорусская кожа, вот 5-миллиметровые такие вот толстые кожи, очень хорошая кожа. Это вот российская, это вот артекская тоже, шора. Ремни мы тоже сами режем, тут заготовки мы не покупаем, сами по длине, по толщине. Вот такая у нас машина есть, которую мы по толщине тоже регулируем тут. Вот наглядно вот показываю вот именно вот хорошую кожу, могилевская кожа. Вот толщина. Это наша вот российская вот кожа тоже вот. Называется вот глаженная кожа. Вот такие вот. Поэтапно. Тут уже сборка идет. Тут и мы клей используем. Клей мы затарились. У нас есть, вот в Санкт-Петербург поставляем тоже. И клей для чего нужно, чтобы фиксировать, чтобы когда мы шьем, чтобы шов и ровный был. Получается у нас вот каждая деталь, вот мастер у нас, своими руками, это детально, поэтапно все делаемся.
Очень интересно наблюдать за самим процессом создания ремней, сумок. Все изделия изготавливаются вручную и с душой.